بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Rabbimiz Allah ayta Saba surasining 34-37 oyatlarında وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ. В какое бы селение мы не направляли предостерегающего увещевателя, его изнеженные роскошью жители говорили: воистину мы не веруем в то, с чем вы посланы. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. Они говорили: у нас больше богатства и детей, и нас не подвергнут мучениям. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Скажи: воистину мой Господь увеличивает и ограничивает удел тому, кому пожелает, но большинство людей не знает. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. Ни ваше богатство, ни ваши дети не приближают вас к нам, если только вы не уверовали и не поступаете праведно. Для таких людей будет приумножено воздаяние за то, что они совершили, и они будут пребывать в горницах, находясь в безопасности. Как это понять, эти аяты? Кратко какие-то пользы упомянем, иншаллах та'аля, би'знилlah. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ. То есть в какое бы селение мы не отправляли предостерегающего увещевателя. То есть когда приходит надир, он предостерегает. То есть когда надир приходит, он предостерегает мушриков, которые приобщают Аллах сотоварищей. Когда приходит башир, он обрадует их раем, башир, обрадующий. То есть обрадует раем, это ахль таухид, это которые делали, то есть в своем поклонении поклонялись только Аллаху субхану ва тааля. И когда назир приходит, приходят они мушрикам, когда приходит в Коране назир, любой пророк приходит назир, башир, то есть он, если будут какие-то уверовали из них, и он обрадует их раем, а их предостерегает от ада, мушриков. И что говорили мутрафуха, каля мутрафуха, его изнеженные роскошью жители. То есть мутрафуха это которые bu dunyoning lazzatlarini, shahovatlarini botgan kishilar endi. Они что говорили? Они инна бима урсильтум бихи кафирун. То есть с чем вы пришли, мы не веруем. То есть кафирлик кылабыз дейлар, да? Какой вывод это мутрафуха? То есть когда человек его заходит в сердце деньги, там имущество или там знать, то есть они начинают, то есть высокомериться, истикбар, то есть кибр появляется у них. И кибр появляется, как Иблис говорил, они все идут по стопам Иблиса,
Потому что Иблис, что говорит, то, что я, говорит, ана хайру минху, то есть когда Аллах Субхану Тааля из глины создал Адама алейхиссалям и сказал поклониться низ, он не поклонился, что сказал, я ана хайру я его лучше, халактани мин нари, ва халактаху мин тин, то есть его халактани мин нари, меня ты создал из огня, а его из тини, то есть он посчитал то, что огонь это лучше, чем тураб, чем земля. И еще какая польза, то что мутрафуха, то есть вот эти изнеженные роскошью житель, то есть будуньяның ләззәтләренә, шахаватларына баткан мушрики, они какие суре Аль-Алак, Аллах Субхану ва Тааля говорит, инналь инсана ла ятга, то есть поистине человек, он приступает к границе, когда ар-рааху стагна, ар-рааху стагна, то есть когда он видит то, что он не нуждается в ничем, то есть когда он считает себя самодостаточным, он приступает к границе. И они говорили, то есть инна бима урсильтум би кафирун, потом на следующий аят вакалу нахну аксару амваля ва ауляда, они говорили, у нас больше богатства и детей, малларда и балларда куб, ва ма нахну бимуазабин, и чем они, и нас не подвергнут мучениям, то есть ад, то есть мы не получим, что имеется в виду в этом аяте, то что Аллах, они думают, то, что Аллах их любит, из-за этого у них больше имущества, больше детей. И если бы он не любил бы, не дал бы это, и не будет наказывать он. И поэтому они сказали то, что мы не веруем вам и не будем подвергнуты мучениям в аду. Потом Аллах Субхану ва Тааля говорит куль, то есть скажи, Мухаммад, этим мушрикам, куль инна рабби ябсутур ризqa лимай, или посланцам, тут не упоминается то, что именно Мухаммад, но имеется в виду, который посланец Аллаха Субхану ва Тааля, куль инна рабби ябсутур ризqa лимай яша ва якдир, валякин аксара наси ла я'ламун, то есть скажи, поистине мой Господь ябсутур ризqa лимай яша, то есть увеличивает удел кому пожелает и ограничивает. Валякин аксаран наси ла я'ламун, но большинство людей этого не знают. Как понять это? То есть Аллах дает, то есть это не показатель, то, что Аллах Субхану ва Тааля заботится о них и любит их. И Он, поистине Господь наш, Он ограничивает удел, кому желает, и увеличивает, чтобы испытать нас. То есть у кого ограничивает удел, будет ли он терпеливым. Это же, то есть тоже фитна, это тоже искушение. А когда именно увеличивает, наоборот, будет ли он давать закат, садака, его хак. Вот именно этим искушает своих рабов Аллах Субхану ва Тааля. Потом продолжает аяте: «Вама амвалукум вала аулядукум биллати туқаррибукум индана зульфа илля ман амана ва амила салиха». Не ваше, то есть «Вама амвалукум вала аулядукум биллати туқаррибукум индана зульфа». Не ваше богатство, не ваши дети не приближают вас к нам. То есть малларда, акшада, балларда не приближают к нам. Илля, что говорит Аллах Субхану ва Тааля, илля ман амана ва амила салиха. Если только вы не уверовали и не поступаете праведно. فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. Для таких будет примножено воздаяние за то, что они совершили, и они будут пребывать в границах, находясь в безопасности.
как понять этот аят, то есть ни богатство, ни дети не приближают к Аллаху Субхану ва Тааля, а им приближает именно это иман ва амаль салих. И в Коране приходят «Валладина аману ва амилю салихат», то есть которые уверовали и совершали праведные деяния. Это условия наши, условия принятия дел. Это первый ихлас, то, что мы делаем, это для Аллаха Субхану ва Тааля, то есть как сказать, талаб аның йөзен күрергә дип. То есть лиюбтия бихи ваджхаху, то есть желая лика Аллаха Субхану ва Тааля. Желая лика Аллаха Субхану ва Тааля, мы делаем все дела. То, что Аллах у нас наградит, и мы будем в безопасности. То есть ва амиля салиха, это второй шарт. Первый шарт это ихлас был, ихлас, то, что мы уверуем в Аллаха и желаем наград только у Аллаха, желаем его довольства только. И амиля салихан это мутабаа, это следование за пророком Мухаммадом саллаллаху алейхи в нашу очередь. И это два условия. Илля ман амиля, то есть это только приближает Аллаху Субхану ва Тааля. Фаулаика, и они будут лахум джазау да'фи, то, что им будет примножено, то есть как приходит, то есть от 10 до 700 и даже больше, то есть примножено будет благие дела. Вахум фил гуруфати аминун, то есть фил гуруфати это в границах рая, имеется в виду, то есть башни, то есть высокие башни, находясь аминун, как понять, и, то есть они безопасны будут от искушений, от болезней, от всякого страха и от смерти. Они будут в безопасности. Субханак Аллаху хамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Повторюсь, это краткие аяты, это были условия принятия дел. Условия принятия дел. Это ихлас и мутабаа. Ихлас, мы делаем дела ради Аллаха, желая его лика, Аллах Субхану ва Тааля. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Лилладзина ахсануль хусна ва зияда». То есть «Валладзина ахсануль хусна ва зияда», то есть которые совершали благие дела, то есть имеется в виду, которые веровали и совершали благие дела. Лахум хусна. Хусна это джанна. Ва зияда, добавка это лик Аллаха в раю. Субхану ва Тааля. И второе это мутабаа, то, что Расулюбыз саллаллаху алейхи салям айтты: من عمل عملا